Когда весь наш мир находился в огне, явился Мухаммад, милость на земле. Всевышний был с ним, когда всюду был мрак. У него меж лопаток божественный знак. В пещере ему откровение пришло. Мухаммад, читай во имя Бога твоего. Ты избран Всевышним, наш Аль-Мустафа. Лишь ты удостоин быть Аль-Муджтаба. Мухаммад, наш величайший пророк. Единственной жизненной целью твоей был ислам. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Среди всех пророков последним он был. Великую миссию успешно завершил. Когда поклонялись идолам своим, священный Коран все на свете озарил. Когда боль страданий пророк наш вкусил, Всевышний любимцу Мирадж подарил. Пророк Аль-Башира, Сирадж Аль-Мунир, и пусть верой в Бога проникнется мир. Мухаммад, наш величайший пророк. Единственной жизненной целью твоей был ислам. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Мухаммад, наш величайший пророк. Единственной жизненной целью твоей был ислам. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Волшебная музыка. Я приветствую вас в нашей студии и хочу сказать нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях у канала «Культура» этногруппа «Ятаган». Музыкальная композиция, которую вы сейчас исполнили, это из нового проекта. Проект будет называться «Ятаган Муслим». Вот хотелось бы, чтобы вы нашим телезрителям рассказали об этом проекте, когда он стартует и почему возникла необходимость именно в такой программе. Ну, изначально идея этого проекта, можно сказать, была в принципе, как только проект этногруппы Ятаган уже зарождался. Но нужны были единомышленники, чтобы, во-первых, это такой жанр, который нужно доносить словом, то есть нужно это петь. И вот, как говорится, по воле Всевышнего Творца в прошлом году, в 2017 году, к нам добавился Гаяс Ялмурзин. И сразу мы как-то подумали и сразу поняли, что нужно в этом направлении работать. И как раз так получилось, что нам предложили несколько мероприятий, в том числе и праздник Курбан, значит, Байрам был. Вот, к этому мероприятию, ну, значит, просто так сложилось. И вот Гаяс предложил вроде как, не просто как этногруппа Ятаган, а чтобы это было Ятаган Муслим. Муслим в переводе с арабского переводится «покорный Богу». Вот, и тогда уже были, как бы, скажем так, ну, постепенно мы начали собирать материал. Уже были идеи, что должно звучать, вот, но потом мы собрали, потом начали уже это аранжировать просто уже командой. Вот. И получилось так, что мы с недавних пор работаем в Государственном концертном зале Башкортостан, за что особая благодарность главе Республики Башкортостан. И когда мы составляли график концертных
мероприятий, в том числе концертов в ГКЗ Башкортостан, нам предложили именно на июнь, значит, провести концерт. Сначала было некое сомнение, потому что все-таки люди уезжают на лето отдыхать и так далее. Потом мы посмотрели, это будет месяц Рамадан, и нам они сами говорят, а может какая духовная программа будет? И нас это удивило, конечно, но что, в общем-то, нам навстречу сами пошли. Вот, и мы сразу предложили, что, конечно, духовная программа у нас есть, мы ее будем доделывать, дорабатывать, расширять. И название сразу придумалось «Свет Рамадана», «Рамадан Нура». Вот, и как раз-таки будет презентация нашего проекта «Ятаган Муслим» 4 июня в Государственном концертном зале Башкортостан, в малом зале. Вот. И там мы будем уже показывать возможность этой программы. Почему говорю возможность этой программы? Потому что это новое, это особенное направление. Нашид и мунаджат — это такие жанры, которые, как правильно выразиться, словом можно донести прямо в самое сердце. То есть в наше время это очень актуально, и там просветительский такой характер, попадающий в самое сердце, человек начинает призадумываться, например, о мироздании, о своих качествах, о своем характере, например. Вот. Также начинает призадумываться, что все в этой жизни не просто так, о вещах, на которые необходимо сегодня уже обращать внимание, чтобы там, в будущем, скажем так, не было мучительно больно, что называется. Вот об этом всем наша программа, она очень такая светлая, наполненная, с элементами наставления, поэтому она очень актуальна. У меня к вам вопрос, Гаяс, по поводу, конечно же, текстов. И будут звучать композиции, я знаю, что исполняются и на турецком, но вот сейчас был представлен текст на русском языке. Как все это происходило? Это же должен был быть перевод, который потом должен быть все-таки... Да, срифмован. Этим вы сами занимались или в соавторстве с кем-то? Но данная композиция вообще была известна мусульманскому миру. Она в оригинале исполняется на английском языке. И мы тоже также ее исполняем на английском языке, но так как мы являемся этной группой в Республике Башкортостан, у нас мало людей понимает на английском, да? Все-таки больше разговариваем на башкирском, на русском языке. Поэтому, естественно, появилась необходимость переводить тексты и писать новые тексты именно на родных языках. Перевести помог нам наш друг Дим. Вот, а уже непосредственно рифмовкой занимался я. Сегодня здесь у нас представлен такой, наверное, я так понимаю, не могу сказать усеченный состав, да, а самый укомплектованный, да, инструментальный, то есть перкуссия, дарбука, струнные инструменты и курай плюс вокал. На сценической площадке 4 июня, да, будут еще какие-то, наверное, представлены музыкальные инструменты, поскольку многие из вас мультиинструменталисты. Я сейчас не ошибаюсь, правильно говорю? Совершенно верно. Будут звучать произведения, также башкирская народная музыка будет звучать, с использованием, конечно же, калкубыза будет. Вот. Также хочется добавить то, что в этой программе с нами будет профессиональный композитор, профессиональный клавишник Азамат Ягафаров. То есть мы будем, в общем-то, эту программу пятером представлять. Вот. Ну, не во всех произведениях, но то есть будет также дополнен клавишами, что тоже очень немаловажно. Для нас это будет несколько новое такое направление. Очень интересно это все слушается, так симбиоз, скажем так, синтез народных инструментов с клавишами. Так необычная такая палитра звуков. И, соответственно, наверняка возникают сложности с аранжировками, да, сложности какие-то, возможно, и нет. Это же нужно еще все гармонизировать. Тем более те произведения, которые вы исполняете. Я не говорю сейчас о башкирских народных песнях, а те, которые звучат на турецком, на арабском языках. Донести это в сопровождении этих музыкальных инструментов, в том числе и калкубыза. Один из достаточно сложных. Азамат Ягафаров, он один из таких виднейших и сильнейших аранжировщиков, поэтому проблем у нас нет. Мы сами, в общем-то, идеи как бы все это собираем. Пятером вообще процесс интересно идет. То есть, скажем так,
ну, какие-то новые идеи, все это вместе так быстро реализуется, что ли, мне так показалось, по крайней мере. Ну, посмотрим, как все будет выглядеть. Ну и, наверное, вопрос в наше время, вот в то время, в которое мы сейчас живем, да, достаточно актуальный. Все-таки идея вынашивалась достаточно давно, да? Были наверняка сомнения, я так понимаю, из нашего разговора, когда это произойдет ли это, да? Вот это сейчас произойдет. Для каждого из вас, насколько это все актуально и почему все-таки возникла необходимость в представлении именно такой программы и сейчас? Ну, тема Да? всегда актуальна. А вообще, я удивился, на самом деле, когда узнав, что Ильдар практикующий мусульманин, потому что это редкость в наше время, особенно в среде искусства. Ну, видимо, такое окружение музыкантов, оно как раз-таки тормозит, что ли, человеческое развитие в духовном плане. Вот. И поэтому, мне кажется, не зря так все получилось, что мы познакомились. И, в общем-то, все у нас относятся к исламу не то что положительно, а приняли ислам как за истину. Но говоря о пользе нашего творчества, хочу сказать, что чрезвычайно сейчас это важно. Молодежь вся слушает музыку и перенимают тексты, начинают перенимать мысли авторов. А, к сожалению, тенденция такова, что все обедняется, музыка обедняется, слова обедняются, смысла практически никакого не остается. Поэтому наша миссия как-то возрождать истину. И вот как раз-таки наши эти восточные мотивы, почему именно восточные? У нас разного характера мелодии и песни есть, но восточные, они больше всего помогают погрузить слушателя в атмосферу прошлого, какого-то восточного, да, именно когда все это зарождалось, ислам, во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот именно такая музыка способствует, чтобы слушатель действительно погружался в иной мир, что-то новенькое появляется. Ну, не буду спорить, и новенькое, возможно, давно и... Это одна из древнейших религий. Александр Сергеевич Пушкин еще говорил, что это священная книга Коран, и это мировая религия, одна из древнейших. И сейчас очень меняются многие понятия, и, наверное, актуально, действительно актуально. Молодые ребята играют потрясающую музыку, на мой взгляд. Программа, которая еще у нас не звучала никогда в республике. И это... Я вас с этим в первую очередь поздравляю. В первую очередь я поздравляю всех нас, жителей нашей республики, потому что сделан такой большой шаг вперед. Я думаю, что навстречу друг другу. И все-таки у каждого из вас есть ожидания, есть какие-то страхи, да, несмотря на то, что отыграно очень много концертных программ, пройдено уже достаточно большое количество фестивалей, выпущены диски, музыка, которая разбирается и покупается и в iTunes, и в интернете, везде, да, то есть вы уже сейчас везде, одни из первых, одни из самых актуальных и востребованных. Ваши страхи и ожидания, кого вы ждете на этот концерт, какой зритель к вам придет, на ваш взгляд? Ну, прежде всего, у нас в Республике Башкортостан, слава богу, очень большая умма, то есть община очень большая. Пожалуйста, все мечети открыты, свободно, мы там тоже рекламу эту потихонечку делаем, да. Вот. Программа с точки зрения содержания халяльная, мусульмане поймут, ну, разрешенная абсолютно. Вот. И, конечно, хотелось бы пригласить, и мы уже делаем приглашение, приглашаем главу Республики Башкортостан, приглашаем первое духовное лицо в Республике Башкортостан Талгата Таджудина, вот, и много-много-много кого мы еще приглашаем из духовных лиц. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы они своим присутствием
подчеркнули тем самым важность этого мероприятия, как и для нас, так и вообще, в принципе, действительно для жизни Республики Башкортостан. Вот. И вы знаете, буквально коротенько расскажу один случай, когда мы проводили свой сольный концерт в Красноусольске. Нас 3 или 4 раза на бис вызывали. Был момент, мы уже вроде закончили, все, уходим, ну, выходите, они вот. И мы вот решили пару произведений как раз-таки с этой программы показать. Рассказали, ну, рассказал как бы со сцены, получается, про эти произведения, смысловая нагрузка какая и так далее. И, вы знаете, тоже очень хорошо принимается. И потом с некоторыми людьми разговаривали. Мы, говорит, сначала переживали, что мало ли вдруг не поймут. А смотрим, прям с таким воодушевлением уходит. И это самое главное, что человек уходит не просто там, вот там концерт прошел. У нас вот на родине у меня концерт проводили. На протяжении нескольких месяцев до сих пор даже бывает вспоминает про этот концерт. И ты понимаешь, что в этот момент действительно, значит, все не зря. Значит, идет какая-то духовная нагрузка, просветительская нагрузка, наполнение сердец, умов. И это говорит о том, что, значит, мы в правильном направлении движемся. Еще раз благодарю вас. Этногруппа «Ятаган» была сегодня в гостях у канала «Культура». Успехов! Спасибо. Спасибо.